І ще один був пост на Фейсбуці, який викликав емоції. «Слава Україні», которая с подачи Порошенко все больше скатывается к нацизму. Что это? Я считаю, что попытка моделировать здесь оппонентские настроения в обществе. Что сейчас делает Петр Алексеевич? В чем нацизм? Нацизм? Да. Смотри, он нетерпимости к любому инакомыслию. И тебя, вот у нас, получается, у нас государство меньшинства. Вот тебе куда бы ты ни пошел, тебе будут говорить: ты коротышка, ты лысый, ты гей, ты толстый, ты баба, ты урод, ты еврей, ты чурка, ты там татарин, ты такой. И тебе будут везде это тыкать. И вот на этом оно все держится. Да? То есть, а сейчас это вот попытка постоянного разделения общества настолько вот просто вот фантастически усилилась. Сейчас появляются вот эти... Так, а хто це говорить? Я щось... Это я говорю. Ні, що такі взаємини у суспільстві. А разве ты не видишь этого? А де? А по-моему везде. А хто? А вот когда бы ты ни пошел, А хто? ты везде будешь каким-то не таким. Ну, це вот на побутовому рівні чи в суспільному? Это на побутовом уровне. Вот у нас всегда такое отношение к людям. У нас нетерпимость, в принципе, очень сильно развита в обществе, а политтехнологи определенных политических сил, вполне конкретных, эту нетерпимость теперь используют для создания или консолидации вокруг себя каких-то кучек избирателей. Вот история с попы РПЦ вперед в Москву. Ну. А греко-католики тоже в Москву? Чому греки-католики в Москву? Вони тоді в Рим. Ну тогда в Рим. виходять. Ну хорошо, окей, в Рим. Да. Ну, их не, Юлия не Порошенко отправляют. чего не в Москву? У меня вопросов много возникает в связи с подобной риторикой и с, скажем так, потворствованием действиям определенных организаций, которые очень себя вольготно чувствуют. Национальная дружина, национальные корпуса, Сі-14, молоты. Сьогодні Сі-14 був тут в студії. Да, ради бога. без Сергій проблем. Мазур, і що? Без проблем. В чому Я говорю, проблема Сі-14? Потому что ребята подменяют собой систему закона и правоохранительных органов. А когда это происходит, то это часто очень приводит к очень сильным проявлениям и всплескам любой непримирения с любыми разными отличиями в обществе. Что очень легко скатывается к нацизму. Чи вони когось вбили, чи вони когось притісняли? А нужно, чтобы кого-то убили для того, Ні, я чтобы запитую, начать тому що ощущать? так дуже легко взяти і от помастити чорним. Я так само я починав з журналістської спільноти, яка любить обмастити своїх колег, одразу виписати ярлик. Те саме робиш ти. Нет, в данной ситуации я всего лишь обращаю внимание на определенные факты. Вот героизация, например, УПА. Да? І УПА принимала участие в этнических чистках? ти хочеш поговорити про історію Другої світової? Я не буду ставити питання, коли почалася Друга світова війна. Вопрос. Нет, что? Я помню. Ні, у нас, по-перше, часу немає, і ця тема дуже глибока. Брали участь в етнічних чистках з усіх боків. Правильно. Но З усіх. как-то Потому что я это война, считаю, что разумеешь? когда общество настолько накалено, поляризовано, и в нем столько противоречий, которые разрывают от языка до хоть геополитики бери, хоть веры, добавлять туда подобного рода катализаторов усиления этих противоречий, это очень глупая Не политика. встиг я спитати про